Баркал, организатором этого марафона, этого мероприятия, очень важно как можно чаще, чтобы звучала тема Ингушетии в эфире. Не только внутри Ингушетии, не только вообще в мире, но и внутри самой Ингушетии. На протяжении, скажем, целого века у нас не было коммуникации в той мере, которая требует общественной ситуации. И сейчас то, что мы можем пользоваться благами цивилизации, интернетом, цифровыми технологиями, я думаю, что это как бы, может быть, это наш шанс, исторический шанс увидеть, услышать друг друга, понять, что каждому из нас нужно то же, что и другому, не только что касается ингушей, но и других народов, Европы, Азии, других мест. Нам всем нужно, чтобы мы имели рядом человека, рядом с собой имели людей, сострадающих, somыслящих, которые живут по принципу «не навреди ближнему». И я думаю, что вся вина тех, кто сидит, она заключается именно в том, что они мыслили именно так. Они хотели такой жизни для своего народа и не только для своего. Они сострадали каждому, кто нуждался в их тепле. Я знаю практически каждого из них, а с кем-то я очень близко знакома. И что касается Ахмеда Барахоева, это герой моего фильма. Что касается Бараха Чемакзиева, с этим человеком я проработала здесь. С Барахом мы сделали очень много в плане того, что доносили ситуацию в Ингушетии. Мы пытались понять, почему стало возможно замалчивать трагедию ингушей. И не только ингушей. Я думаю, это такая же трагедия и для осетинского народа. Если даже они это не осознают, по крайней мере, мы не слышим, чтобы это осознавалось как трагедия, как трагедия наша общая. Мы не слышим этих голосов. И вот в этой работе я узнала о Барахе очень много. Я поняла его как человека, самое главное в нем, что этот человек очень надежный, что этот человек готов сделать ради других очень много. Что я могу сказать о Хаутиеве Багаудине? О нем знает очень много в Ингушетии, но вне Ингушетии, наверное, было мало возможностей для этого. Ему сегодня 30 лет. 31 даже уже исполнился. Вот для своего возраста этот человек прошел последние 10 лет своей жизни, 11 лет своей жизни с такой космической скоростью. То есть за ним столько дел, которые, можно сказать, только высококлассные профессионалы смогли бы решить в тех условиях, в которых эту работу делал он. Я имею в виду законодательную, правозащитную, даже законотворческую его деятельность. И это все на общественных началах, и это все помогает тем, направляет тех, кто действительно обладает какими-то возможностями проталкивать
доводить, доказывать эти вещи. То есть у него не было высокой трибуны для этого. Он вставал рядом с теми, кто мог бы это сделать, и весь свой потенциал, все свои знания ставил на службу этого. Я могла бы также сказать об остальных, об Исмаиле. Исмаил – это, но даже сам его облик говорит о многом. Это правозащитник. Этот человек выбрал в юном возрасте эту деятельность совершенно осознанно. И если половина из тех, кто сидит, это юристы, это правозащитники, это люди, которые известны своими благотворительными проектами, очень известными, то я думаю, что эти факты их биографии уже этим сказано уже много. Но я хотела сказать самое главное вот что. Мы сегодня, ингуши, находимся в такой ситуации, совершенно осознавая, что каждый из нас должен стать во весь свой человеческий рост. И большинство из нас стоит именно так. Мы не перекладываем, мы не назначаем героями тех, кто сидит. Каждый из нас, мы осознаем, должен быть в этой ситуации героем, то есть готовым к поступку, действию. И именно в чем состоит это действие? Защищать закон, защищать права людей, свои права, права людей, которые зависят от нас. Мы понимаем, я делаю такие выводы, потому что очень пристально слежу за тем, как развивалась ситуация с очень давних пор. Именно вот этот исторический момент, вот я не знаю, как долго он может длиться, но сейчас мы находимся в вот таком завихрении, загустении времени, что мы должны одновременно осознавать очень много и действовать при этом. При этом не имея среди нас достаточного количества людей, которые могли бы артикулировать вовне то, что происходит. То есть мы находимся в очень жесточайших условиях. И тем не менее, удивительным образом мы не теряем веры в то, что мы действительно выберемся из этого. Я вижу это в глазах очень многих людей, когда слушаю. В то же время я не вижу никаких условий сегодня, известных условий, которые могли бы нас привести к победе. Но тем не менее, и в себе я это чувствую, и в других людях, несомненно, на этот раз мы должны все сделать правильно. И вот эти условия, о которых я сказала, что не вижу этих условий, мне кажется, нам нужно очень тщательно проанализировать то, что происходило в начале 20 века, в конце 20 века. Почему и тогда, и потом, я не говорю про депортацию, это уже следствие того, что происходило в целом стране. Но вот выбор был за народом в начале 20 века и в конце.
что было сделано не так, где мы оказались недостаточно готовы. И вот эти вещи, наверное, нам нужно обсуждать публично, используя все возможности для этого. Мы должны, что значит быть готовым тому, что, я имею в виду, что вот эта ситуация не может длиться долго, и неминуемо все это должно закончиться. Все закручено настолько жестко, что действительно это не может продолжаться. И наша готовность, наверное, состоит в том, что у нас должны быть люди, которые сумеют доносить чаяние народа, сумеют доносить самому народу, вот что, как возможности, какие шаги нужно предпринимать. И если у нас будут эти люди, наверное, должны называться политиками. А политики – это кто? Это депутаты, это муниципальные, это районные, это народного собрания. Ну и дальше, если им нужно будет еще куда-то выбирать. И вот эти люди, они должны быть готовы. Кто эти люди? Это лучшие сегодня лучшие представители мужского народа. Кто бы они ни были по своей профессии, если даже они никогда не собирались заниматься политикой, сегодня люди, которые действительно понимают, что они наиболее подготовлены для такой деятельности, они должны принять на себя эту ответственность и вступить в эту работу уже сейчас. Если это будет сделано, да, противодействие этому будет жесточайшее, и эти люди, о которых я говорю, которые готовы стать депутатами всех уровней, они должны быть очень мужественные люди, действительно иметь огромное мужество, запастись мужеством. И наш менталитет таков, что именно такие люди никогда не скажут, вот я хочу стать там депутатом или вот это, выбирайте меня. Мы должны очень, вот именно в этом вопросе выдвинуть этих людей там, где они должны быть, там, где они могут быть, должны быть, мы должны, то есть те, кто должен их выбирать, в каждом селе, в каждом, именно искать таких людей, предлагать им стать представителями народа. Мне кажется, вот это очень важно.